Инцидент с шаурмой, назовем его так условно, произошел 21 сентября, а инцидент с нападением и поджогом произошел в ночь с 29 на 30 сентября. 9 дней. Через 9 дней вечером 29 сентября в субботу в этом селе была дискотека. Как они рассказывают, оказывается, после дискотеки уже собрались молодые люди из этого села, из других населенных пунктов, местных жителей, которые попытались их остановить, они сразу начали бить своих же. И вслед за этим бросились уже на ребят из Чеченской Республики. Ассаламу алейкум, махой. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые подписчики и зрители канала. Сегодня речь пойдет об инциденте, который произошел в конце сентября 2018 года в селении Тимясово Баймакского района в Башкирии. Об этом написали или показали в сюжетах там разные и печатные, и электронные средства массовой информации, как в самой Башкирии, так и за ее пределами. Об этом сделали репортажи даже «Эхо Москвы», какую-то типа аналитическую передачу там сделала. И написала «Новая газета». Я много всяких материалов просмотрел, прочитал. Я обратил внимание, что никто ни в одном издании, ни в электронном, ни в печатном, ни в одном издании не было никакого общения с рабочими, которые были там, в этом карьере. У них никто ничего не спрашивал. Просто их заведомо полностью обвинили во всем. Мне стало интересно, конечно, я с этими ребятами встретился сначала, когда все это случилось. У них был адвокат там на месте, я созванивался с адвокатом, спрашивал подробно, насколько мог, что и как там произошло. Потом уже через двое суток вот этих самых из 9 человек 7 отпустили, они вернулись, приехали домой. Я на данный момент с 4 из них общался, разговаривал, спрашивал, опять же, подробно, у каждого по-разному спрашивал подробно о том, что там происходило. И сейчас я хотел бы озвучить версию вот этих самых ребят, которые там работали. Причем версию тех, которые отпустили, тех, которые не участвовали ни в каких там инцидентах днем. 7 парней, которые находились там у себя в вагончиках, работали и ночью подверглись нападению, их отпустили, они сейчас находятся у себя дома. И я разговаривал с ними, и я сейчас приведу их версию, потому что их версию никто не слушал, и потому что никто не задавал им никаких вопросов, не спрашивал, как и что происходило. Версия другой стороны озвучена полностью, растиражирована и практически, можно сказать, принимается как единственно верная. Я не могу сказать, какая версия реально правильная, какая версия истинная. Кто прав, кто не прав, должно установить следствие и затем суд. Есть у нас презумпция невиновности, они это устанавливают, они расследуют, и потом мы уже узнаем. Но до окончания следствия, до окончания суда никто не ждал, и средства массовой информации вот так вот в таком виде это все преподнесено. Итак, версия самих молодых людей. Я по ходу буду делать свои примечания и буду объяснять, что это мои примечания, что это мои умозаключения. Прежде чем начну говорить об их версии, сразу скажу, абсолютно не имею ничего против как самих башкирского народа, республики. Наоборот, отношусь с большим уважением к башкирам. Вообще с большим уважением и я, и все жители Чеченской Республики относимся к любой национальности, которые проживают в мире, потому что мы хорошо знаем, что не бывает плохих национальностей. Мы уважаем людей. И это первое. Второе скажу, что у нас нет заинтересованности просто взять, просто выгородить своих и попытаться кого-то обвинить. Потому что это не конструктивный подход ни к чему хорошему. Даже нас самих это не приведет. Есть закон, и все должно разбираться по закону.
Если чьи-то деяния подпадают под уголовный кодекс, то, соответственно, делом этого человека должны заниматься соответствующие органы и должны заниматься, его вопрос должен решаться в уголовном порядке. Если его деяния подпадают под административный кодекс, то должны деяния разбираться в соответствующем образом. Сейчас приведу версию ребят из Чеченской Республики, рабочих, которые работали в карьере. Они рассказывают следующее. Днем трое из них, трое молодых людей, они направились в селение Тимясово для того, чтобы приобрести продукты. Пока один из них приобретал продукты, двое пошли приобретать шаурму, покупать шаурму. Когда они пришли покупать шаурму, увидели там трех молодых девушек местных. Один из этих двоих молодых людей из Республики Чеченской с этими девушками заговорил, они какое-то время общались. Получилось так, что молодой человек местный, который там был, в общем, ему как-то что-то не понравилось в этом общении, и у них с этим местным парнем произошел конфликт. Драки, в принципе, никакой не было. Был разговор на повышенных тонах, были, скажем так, пацанские разборки, образно так их назовем. Был разговор на повышенных тонах, был такой конфликт. Молодой человек, местный парень, кому-то позвонил, и, как говорят ребята, буквально в течение 5 минут пришло около 20 человек. Опять же, местных молодых ребят. Они вышли на улицу, там начали разбираться, шумели какое-то время. Драки не было. Тем более, что, по их словам, проезжающий какой-то пожилой местный житель к ним подошел, спросил, что случилось, утихомирил, объяснил, кто прав, кто виноват, что нужно делать, как нужно решить эту ситуацию. И все закончилось мирно. Без драки, без ничего, без каких-либо таких эксцессов. Как мне рассказали ребята из Чеченской Республики, извинились перед девушками за какие-то слова, те, в свою очередь, извинились еще за что-то. В общем, они разошлись, как рассказывают ребята с карьера, они разошлись мирно и никаких проблем не было. Далее, эти двое ребят из Чеченской Республики, я называю ребятами, хотя одному из них около 40 лет, скажем так, рабочие с карьеры, они зашли обратно в это заведение, где им делали шаурму, где забрали заказанные свои 3 шаурмы. И когда уже взяли шаурму, один из этих самых рабочих, он спросил, из чего шаурма сделана, из какого мяса. Раньше он не додумался об этом спросить, хотя надо было спрашивать раньше. Он спросил, из какого мяса. Девушка-продавщица ответила, тебе уже какая разница, ты все равно купил, ешь давай. Он сказал, я не хочу есть, пока не узнаю, из какого мяса это сделано. И девушка, говорят, наверное, пошутила, она сказала, свинина там, и засмеялась. Человек был на нервах, уже, насколько я понимаю, это его не оправдывает абсолютно. Но у него была разломанная шаурма, и говорят, я не буду это, со словами «я не буду это есть», он, говорит, швырнул это об стену. И такой злой вышел. Но когда он швырнул шаурму об стену, она разлетелась, соответственно, и в девушку попали некие масляные пятна или еще что-то, какие-то ингредиенты. Девушка расстроилась, даже, насколько мне сказали, заплакала. Эти люди ушли. После этого больше ничего не происходило. По их словам, это то, что произошло в этот день в селении Тимясово, конфликт. Вполне возможно, что этот рассказ несколько приукрашен и сглажены некие углы. Вполне возможно, что где-то что-то видоизменено, потому что обычно, когда возникает конфликтная ситуация, каждая сторона конфликта пытается свою сторону приукрасить и сгустить краской, допустим, на стороне противника.
И я допускаю, что эти молодые люди как-то вот здесь что-то приукрасили, что-то сгладили, сказали, что ничего такого страшного не происходило. Скорее всего, ровно так же, как свою сторону приукрасила и свою как бы позицию приукрасила, возможно, и другая сторона. Но больше они говорят, в этот день ничего не происходило. Опять же, средства массовой информации, как говорится, что вот там произошел этот конфликт из-за девушки, и разозленные молодые люди поехали в карьер, и там дальше уже вообще говорится, что там уже их с ножами и топорами ждали рабочие, которые практически чуть ли не сразу напали на приехавших. Вот настолько кровожадно все это как преподносится. Вы знаете, я, честно говоря, когда эту историю прочитал, когда услышал, первым делом я тоже подумал, что ситуация, может быть, была не совсем такая, но в целом развитие событий, скорее всего, так и было. Здесь, если реально допустить, что молодые люди себя очень развязно вели, что приставали к девушкам, что там вытаскивали где-то нож и там кому-то угрожали, то вполне понятно, что местные молодые люди собираются и оперативно едут наказывать обидчиков. Развитие событий логично и вполне понятно. Если оно происходило именно так, как преподносится в разных газетах и изданиях. Но если прислушаться к словам рабочих, которые работали на карьере, и судя по тому, что они рассказывают некие интересные моменты, которые очень легко проверить, то тогда уже возникает очень много вопросов. Во-первых, как они рассказывают, вот этот инцидент в селении Тимясово днем произошел не в ночь с 29 на 30, как везде практически говорится, а 21 сентября. 21, то есть за 9 дней до вот этого самого ночного конфликта. За 9 дней. И, насколько я понимаю, если это так и есть, лично я склонен верить этим ребятам, потому что соврать в этом плане, в том плане, что в том вопросе, который очень легко можно проверить и доказать, и это было бы как минимум глупо. За 9 дней это произошло. То есть 21-го произошел этот самый инцидент, днем инцидент с шаурмой, назовем его так условно, произошел 21 сентября, а инцидент с нападением и поджогом произошел в ночь с 29 на 30 сентября. 9 дней. Согласитесь, эти 9 дней очень многое меняют в этой истории. Потому что если бы, допустим, были реальные факты там, пьяного приставания к девушкам, физического приставания, если бы там были факты там, использования там, угрозы ножом или еще что-то такое вот из ряда вон выходящее, то молодые люди, которые в течение 5 минут смогли собрать более 20 человек для того, чтобы наказать обидчиков, но при этом для того, чтобы наказать обидчиков, не стали бы их отпускать, не стали бы с ними мириться. Просто не стали бы мириться. Кто стал бы мириться в этой ситуации? И кто спокойно ушел бы, оставив вот, приезжих молодых людей там же? Теоретически просто логически не могло быть такого. И это означает, на мой взгляд, это уже мои как бы примечания, это означает, что были какие-то поводы для недовольства, которые не понравились местным парням, и они выразили свое недовольство, они как бы пошли на конфликт, но причина конфликта, который там возник, причины этого инцидента были не настолько, скажем так, далеко серьезными для того, чтобы эти местные ребята, местные молодые люди предприняли какие-то дальнейшие действия на данный момент. Если бы реально были какие-то там ситуации, то они просто так не разошлись бы. Там была бы драка,
приезжие были бы избиты, наказаны, там, скорее всего, была бы вызвана полиция, скорее всего, их задержали бы. И, в общем, события развивались бы совсем другим образом. Ребята говорят, что когда уже в полиции было обсуждение этого вопроса, а мать этой девушки заявила, что там нож к горлу приставляли девушке. Вот эта сама девушка, когда у нее полицейские спросили, они рассказывают, что девушка сказала: нет, на самом деле никакого ножа не было. Просто они вот так вот бросили шаурму, испачкали мне одежду, поэтому я расстроилась, заплакала. Некрасиво они поступили, не надо было никуда бросать шаурму, надо было сдержать свои нервы, надо было сдержать свои действия. Это абсолютно некрасиво, это неправильно, никто это оправдывать не собирается, но это все-таки не угроза ножом, это действия, которые вызывают однозначное осуждение, но не те действия, о которых рассказываются в средствах массовой информации. А что было через 9 дней? Как рассказывают эти молодые люди, через 9 дней вечером 29 сентября в субботу в этом селе была дискотека. Как они рассказывают, оказывается, после дискотеки уже собрались молодые люди из этого села, из других населенных пунктов, из других районов, которые приехали, десятки молодых людей. И вот во время общения кто-то рассказал про эту историю 9-дневной давности. Это то, что происходило в селе. А что происходило на самом карьере? Ребята рассказывают, что у них нет газоснабжения там, у них нет электроснабжения. То есть света и газа у них там нет. Когда наступает вечер и ночь, они сидят в потемках. У них есть генератор, который производит свет, но в эти дни генератор был сломан, и говорят, что полиция это подтвердил их бригадир, местный житель, русский по национальности, который точно знал, что генератор не работает, потому что одну деталь от генератора он забрал с собой, чтобы ее починить. То есть ребята сидели в потемках. Около 12 ночи, по их словам, появилась одна легковая автомашина. В этой машине, как они говорят, находились 5 местных жителей, которые вышли из машины, поздоровались с ними, заговорили. А потом, когда подъехала какая-то машина и остановилась поодаль, и увидели, что оттуда выходят люди, они говорят, что в свете фар было видно, что достаточно много людей из машины выходит. Скорее всего, это был грузовик, из кузова выходили люди. И вот эти вот те местные жители, которые подъехали на легковом автомобиле вначале, со словами «надо их остановить», говорят, двинулись навстречу этим ребятам местным, которые туда подъехали, и начали им что-то объяснять, попытались их остановить. Сразу же, говорят, там возник какой-то шум, крики, там сразу же возникла какая-то потасовка. И, говорят, они практически увидели, как вот этих местных жителей, которые попытались их остановить, они сразу начали бить своих же. И вслед за этим бросились уже на ребят из Чеченской Республики. Когда рабочие карьера поняли, что происходит на самом деле нападение, они закричали тем, которые уже спали и отдыхали в вагончиках, закричали: выходите быстрее, на нас напали, там, берите в руки кто что может. И начали одеваться, те, кто там был, начали одеваться, кто-то наспех успел, допустим, надеть куртку, но не успел надеть там кроссовки или обувь какую-то, или наоборот. В общем, кто в чем был, люди выскакивали из вагончиков, и когда видели, что нападает толпа и начинается драка, и что нападает большое количество людей по сравнению с ними, они, соответственно, для того, чтобы ночью в глухом лесу, без света от нападающих защитить свои жизни и здоровье, они брали хватали то, что им попадается в руки. Тем более, что, как они потом рассказывают, практически ни одного человека, говорят, из них не было, у кого в руках не было бы какой-нибудь палки или еще чего-то.
Кто-то схватил ломик, один схватил совковую лопату, кто-то схватил железку, кто-то схватил палку из-под лопаты. И, в общем, таким образом и с той, и с другой стороны люди были вооружены подручными предметами, там, орудиями труда. И получилось такое практически эпическое сражение там, средних веков, только вместо мечей и копий здесь у них были лопаты, палки, ломы и что-то еще. И происходила эта драка, говорят, почти что в абсолютной темноте. Где-то там был свет фар, где-то у кого-то там периодически фонарик, говорят, вспыхивал. Но было темно, и фактически все происходило в темноте. Они говорят, мы видели силуэты, мы кричали своим, где кто находится, и таким образом пытались группироваться, пытались друг друга как-то поддерживать. И таким образом, говорит, нам как-то удавалось друг друга защитить, хотя очень быстро пришли к тому, что нас только 7, двоих, говорит, найти не могли. И получилось так, что после первого такого быстротечного нападения нападающие отступили. Они отступили, и из темноты на них посыпались камни. На рабочих карьеры посыпались камни, потому что камней там, говорят, великое множество. Посыпались камни, несколько камней попали в ребят, кому-то плохо стало, кто-то упал, потом они спрятались, там, кто за вагончики, кто еще за чем-то. И вот в этой, в ходе вот этих вот действий откуда-то прилетела бутылка. Какая-то бутылка, она попала в автомобиль, и автомобиль сразу вспыхнул. То есть ребята, которые рассказывали, они не обращали на это внимания, но, по-видимому, бутылка была с горючей смесью, если автомобиль сразу вспыхнул. Они говорят, после этого прилетело еще несколько бутылок, но они падали как на землю. Одна бутылка упала рядом с одним из парней, и у него загорелась штанина и обувь. Он ее с большим трудом попытался потушить. Трудно было потушить, потому что была какая-то горючая смесь. То есть бутылки с горючей смесью в данной ситуации это говорит уже о подготовке чего-то. То есть на самом деле, если использовать при этом бутылки с горючей смесью, это наводит на очень тревожные размышления. И были там эти бутылки с горючей смесью или не были, это пусть устанавливает следствие. Я думаю, правоохранительные органы по наличию или отсутствию каких-то там веществ смогут легко определить, было это или не было. Но те, кто защищалась, сторона, которая защищалась в эту ночь, они однозначно говорят, что не просто кто-то там случайно поджег, а именно поджог был осуществлен именно с бутылками с горючей смесью. А это очень многое меняет, опять же, в этой истории. Далее, после того, как вспыхнул автомобиль, они опять же рассказывают, что разогнался грузовик, говорят, что это был ГАЗ-66, разогнался грузовик и протаранил один из вагончиков. То есть это тоже уже выходящие вообще за все мыслимые и немыслимые рамки, действия, выходящие за все мыслимые и немыслимые рамки. Был протаранен один из вагончиков, и снова началось нападение. Опять началась драка. После первого уже нападения они начали звонить. Они позвонили своему бригадиру. Они называли его Слава, по-видимому, это или Владислав, или Вячеслав. Позвонили своему бригадиру, русскому по национальности, местному жителю, и сказали, что на них напали, и попросили его сообщить в полицию. В надежде, что полиция придет и остановит нападающих. Бригадир в полицию позвонил, они действительно приехали на вызов. Правда, как часто в таких случаях бывает, уже после того, как все завершилось. И получилось так, что они созвонились со своим старшим товарищем, со знакомым, с юристом, адвокатом, которому объяснили ситуацию, как и что происходит. И
когда они рассказали, что там происходит на самом деле, он сказал: вы в полицию позвонили? Да, позвонили. Тогда, если вот на вас столько людей нападает, если такая ситуация, вполне там может быть совершено и убийство, и что-то такое, оставьте эти самые вагончики, не надо ни с кем драться, уходите в лес, сейчас главное выжить. И когда третий раз уже напали, по рассказам ребят, они ушли в темноту. Прежде чем они напали третий раз, они ушли в темноту и ушли в лес. Отошли от этого места. И уже после того, как они отошли, они увидели, что вагончики уже, все, что там было, у них начало гореть. После того, как загорели все их жилища, по их словам, их какое-то время искали. Видно было, что они что-то освещают, там окружающее пространство, где-то там на машинах ездят. Они говорят, что их видно было, что их искали, но найти 7 или 9 человек в лесу, в ночном, это в принципе невозможно. И нападающие вскоре собрались и уехали. Мы, говорит, ребята рассказывают, что они говорят, мы находились там, смотрели, как горят наши вагончики, подошли туда, но ничего уже спасти было невозможно. У них там были документы, деньги, личные вещи, ну, практически все. Они остались как бы без всего, даже без одежды. Их привезли сначала в населенный пункт Тимясово, потом повезли в город Баймак, привезли их в районный отдел полиции, потом задержали около 10 человек из группы, которая напала ночью. Но получилось так, что об этом уже все знают, что местные жители так вот очень организованно пришли на митинг, там называются цифры там, от 300 до 500 человек. И в результате этого митинга, получается, они надавили таким образом на полицию, на отделение полиции. В результате этого митинга вот всех нападающих отпустили. А вот ребят из рабочей бригады задержали. Ну, наверное, сделали правильно, потому что если бы они их не задержали, то, скорее всего, дальнейшие были бы нападения, и последствия могли быть гораздо более плачевные. Ребята находились в отделении полиции 2 суток. Они говорят, что они по одному находились в каждом из кабинетов. Там же сидели, там же спали, вот, в кабинетах. И очень часто, говорит, регулярно их приходили разные люди, допрашивали, опрашивали, там кто-то что-то говорили. Ребята говорят, что большинство из полицейских относилось к ним нормально, без всяких, скажем так, лишних слов или действий. Но было 3-4 человека, которые очень, скажем так, агрессивно себя вели. К сожалению, и такие вещи тоже были. Ну, может быть, это там игра в плохого и хорошего полицейского. Не знаю, какие-то у них свои методы. Итак, на следующий день приезжает из города Грозный, приезжает их тот самый человек, адвокат, который ночью им звонил, приезжает, начинает с ними общаться, начинает общаться с полицейскими, приносит еду этим ребятам, там где-то приносят, там и полицейские дают им какую-то одежду. И после того, как произошел вот этот ночной инцидент, они говорят, что уже после этого, на следующий день, приходит девушка, продавщица шаурмы, и пишет на них заявление. Пишет заявление на этого конкретного человека, с которым у нее возник конфликт. Этого парня по имени Аслан задерживают на 10 суток по административному нарушению. А одного из чеченских ребят обвиняют в том, что это у него был нож, и он совершил удар ножом. Хотя парень клянется, что он никого ножом не бил, и что ножа у него не было в принципе. Но тем не менее,
Из них задержаны 2 человек, 7 отпущены домой. Сейчас они вернулись домой, им сделали временные справки, и в данный момент они находятся уже у себя дома. Вот такая вот ситуация. Эту историю уже рассказали ребята из Чеченской Республики, которые работали на карьере в рабочей вот этой самой бригаде. И вот те журналисты, которые снимают и пишут вот эти самые материалы, которые преподносят, что вот чисто плохие чеченцы, они пришли там в селе очень грязно, очень неподобающе себя повели, приставали к девушкам пьяные там со всеми делами, там угрожали ножом. Весь упор, все внимание делается на этом, а вытекающее ночное вот это нападение как бы невзначай приводится как вытекающее из этого последствия, что вот обиженные, рассерженные местные жители пришли, и вот получилось то, что получилось. Виноваты однозначно ребята из Чеченской Республики. Те, кто там был, они, да, виноваты. Они виноваты в том поведении, которое там было. Они в любом случае виноваты в том, что все это случилось. Если они нахамили девушке, то не должны были этого делать. Даже если девушка им нахамила, они все равно должны были это стерпеть и уйти. С девушками ни о чем спорить не надо. Но тем не менее, это было 21-го, и конфликт был там же исчерпан. И это был не такой большой конфликт, чтобы прийти ночью нападать, в том числе на 6 или 7 людей, которые были совершенно ни при чем, которые никого не трогали, которые после трудового дня отдыхали в своих вагончиках. Не было никакого, скажем так, повода нападать на ни в чем не повинных людей, избивать их, и сжигать их жилища, сжигать их личные вещи. То есть это здесь один инцидент, здесь другой инцидент. И то, что я сейчас привел позицию, я сейчас привел версию вот этих самых молодых людей из Чеченской Республики, то, что они рассказали. Я сейчас рассказал об этом, потому что никто их не спрашивал и никто не озвучил их версию событий. Я не озвучиваю версию событий местных жителей, во-первых, потому что я нахожусь здесь, и мне довольно трудно будет выяснить события их глазами. А во-вторых, все средства массовой информации, которые написали, они озвучили чисто версию местных жителей, которые им что-то рассказали и озвучили ее однобоко. Я привел другую сторону, я привел другую позицию. Никого оправдывать не нужно. Тот, кто виноват в некрасивом поведении, он виноват. Тот, кто виноват в преступлении, он также виноват. Все должны ответить за свои действия. И если какая-либо сторона будет стараться выгородить своих и пытаться очернить других, то ничем хорошим это не закончится, и ни к чему хорошему это не приведет. Мне звонили в эти дни разные люди, в том числе и башкиры. И то, что я от них услышал, в принципе, примерно эту ситуацию я видел и сам. Но то, что мне объясняли жители Башкирии и башкиры по национальности, в том числе, ситуацию, которую они объясняли, она, честно говоря, очень тревожная. Тревожная в том плане, что они говорят, есть какие-то националистические организации, которые пытаются добиться каких-то своих целей. Говорят, что есть какие-то оппозиционные политики, которые пытаются прийти к власти. И они говорят, они используют различные поводы для того, чтобы на этом пропиариться, для того, чтобы добиться своих каких-то политических целей. И по их словам, вот этот вот инцидент, который произошел 21-го, фактически, говорят, был использован далее вот этими самыми людьми. Кто-то, говорят, это профинансировал, кто-то, говорят, финансирует такие вещи, кто-то выступает там идеологом,
кто-то собирает молодых людей там и проводит какие-то акции. Если это так, то это еще более тревожнее. Но когда таким образом пытаются развивать националистические настроения, когда таким образом пытаются стравливать представителей разных национальностей, ничем хорошим это, конечно, никогда не заканчивается. И это действительно очень тревожно. Дай Бог, чтобы справедливость в этом вопросе восторжествовала, чтобы у людей хватило и ума, и выдержки, и дальновидности не делать поспешных или оскорбительных заявлений каких-то, не делать каких-то поспешных выводов в этом вопросе. Правоохранительные органы работают, они должны провести свою работу, выяснить там, меру вины тех или иных участников конфликта, наказать тех, кто виноват, наказать в той мере, в которой он виновен, тех, кто не виновен, соответственно, должны оправдать, и дело должно перейти в суд. Все должно решаться по закону. Спасибо за внимание.